привет из солнечного Крыма. 8 марта. Всех женщин с праздником. Маршрут дня сегодня запланировал на эту, на, как там ее, на тропу Грина, во. Сегодня плюс 8, прохладненько. Ну что сделаешь, посмотрим. Вроде не такой сильный ветер, как был вчера. Вчера вообще прям ветруганище капец. Так что сегодня может получится катнуть по тропе. Правда, я там был уже давненько. В сентябре последний раз был. В том году. В сентябре. Так что да, как-то так. Ну посмотрим, да. Посмотрим. Погода сегодня ясная, да, единственное радует, но если бы не так холодно. Плюс 8, а ощущается где-то плюс 5, плюс 4, где-то так. Ну из-за этого, из-за ветра. Из-за ветра. Ой! This Disco, disco, disco. Так, хочу, чтобы не по трассе все ехать, хочу здесь подняться в горы, чуть дальше там по трассе. Вообще надо, да, стараться, чтобы меньше по трассам этим ездить. И все-таки у нас же горная электричка. Надо ездить по горам, по тропам, по горам. А асфальт это не для нас. Но если возможности нету, как я вот зимой в Сочи поехал,
А что, блин, делать? Горы все в снегу. Вот. Приходится ездить по асфальту потихонечку, осторожненько. Ой. Так, где мы тут свернем? Здесь или дальше? Нет, дальше надо. Сейчас на Коктебель, а потом с Коктебеля там в сторону Виноградников там. Ну, в общем, еще нам ехать и ехать. Первый раз мне показали тропу эту. Пацаны, мы с ними ездили, четвером ездили. Ну, там по Феодосии, по Коктебелю. Ой, ну с Феодосии на Коктебель, и потом вот с Коктебеля по этой тропе до Старого Крыма. И потом я уже пару раз сам ездил. Так, где тут поворот наш? Тут перерыто, да? А вот здесь, да? Да. Вот наш поворот. Так, включаем разблокировку. Заднего амортизатора. Долго себе не мог купить амортизатор новый. Искал по всем сайтам, по Авито, по всем, перерыл все. Мастера, не мастера. И случайно наткнулся на одного парня с Питера. На Авито продает амортизаторы. Вот. И, короче, через него заказал новый амортизатор. И он мне его привез с Германии. Ну, в общем, с Европы. Вот поставили, вот езжу. Еще плюс мне взял этот ремкомплект. Так, сейчас мы тут сворачиваем. Здесь, да? Ну да, вот. Сюда вот. Так что теперь... О, заяц бегает. Так что я теперь с новым амортизатором. Все, теперь будем ехать по горам. По грунтам, по горам. Оп-оп-оп-оп-оп. Волалеева, Волалеева. Волалеева, Волалеева. Спуск. О. Вот. А на том амортизаторе я проехал 1014 где-то. И он уже все сдох. Там уже надо было менять ремкомплект. Ремкомплекта нигде, естественно, нету. О, сейчас подъемчик. Вот. Пошли, 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 пошли. О, подъемчик. Хорошенький подъемчик. Как раз для нас. Тут.
Тащим, тащим, тащим. Хорошо, подъем. Затащили. А теперь сюда. По ходу дела. Ну да. А сейчас у меня на спидометре, сейчас посмотрим, сколько. Ой, 16357 у меня сейчас. Так, тихо, размыто. Тут. Так, а ну сейчас встанем секунду. Я хочу посмотреть, как нам подняться. Вот туда можно наверх подняться, но там сильно крутой подъем. Я сзади с рюкзаком не хочу. Или ехать туда, может там где-то есть подъем, но там крутой тоже. Все-таки придется вот сюда идти пешком. Ладно, поехали. Сейчас придется чуть-чуть попотеть, подняться на самый верх. Не, можно было бы и так попробовать заехать, если бы не было сзади у меня рюкзака. А так как я с рюкзаком, то так себе, не очень занятие. Так что сейчас попробуем пешком затащить наверх. Ну а что, помощник есть. Вот, не спеша, потихоньку сейчас поднимемся. What is love? Так, где наш подъем? А вот он здесь. Ой. Такс. Переключим сейчас. Погнали, городские. Жарко. Так, ну вот, да, сейчас будем подниматься наверх. Только какой дорогой лучше подняться?
Там тоже он подъем есть, но он тоже крутовастенький с правой стороны. Вот там. Так что сейчас будем. Или лучше вот этот левее, который он вроде не такой сильный под наклоном, чем вот этот. Но этот вверх, да, там он самый пик такой. Так, как же поступить, куда лучше пойти? Да, все-таки сейчас вот здесь, сейчас пойдем пешком. Он вроде не такой сильно с наклоном, как вот этот справа. А можно и через Тихую бухту вообще. Ну, ладно, поехали так сейчас. Вот сейчас сюда пойдем наверх. Пойдем наверх. Помощника включим. Пойдем. Ну там, блин, наверх самый капец. Ну пройдем сейчас. Не спеша. Капец. Я сюда ни разу не заезжал. Хоть без рюкзака, хоть с рюкзаком. Ну вот этот час, может, проеду, а вот дальше там, самый верх, я думаю, нет, не заеду. О, затащили наверх. О, все, сейчас теперь поедем нашим маршрутом. Фу, хорошо. А вот здесь я спускался. Вот это. А мы сейчас пойдем вверх. Он не вверх, а туда, левей. О.
Размялись так. А сейчас, наверное, мы включим видео камеру другую, поснимаем. Теперь надо его повесить. Тут. О! Все. Погнали. А то по трассе, да по трассе. По горам надо. Мамма мия. Красота. Ляпота. Сейчас покажу вон видок на все 200. Так, тихо. Надо смотреть на дорогу. Видно отсюда тещин язык. Ха! Повороты, блин, такие там. Оп. Лока. Лока. Garmin компьютер что-то выключается уже. Не хочет работать. Вот часы Garmin работают отлично вообще. Ни разу не выключились. Ничего. 7X. Garmin 7X. Работают четенько. Может быть, потому что
что новый. У меня этому компьютеру, велокомпьютеру Garmin уже сколько лет? 5 или сколько? Ну, 4 года 100%. Лёгка, лёгка, лёгка. Лёгка, лёгка, лёгка. Коктебель-Сити. Да, в этом году Коктебель, блин, перерыли. Сезон будет в Коктебеле такой себе. Пол набережной только будет доступно. Ух, облака такие офигенные. Обалдеть. Нам прямо. Ой. Буксуем маленько. Блин, да, все равно хоть ветра нету, ощущается воздух такой холодный. Мне кажется, март холодный будет, апрель тоже. Только в мае там начнет уже теплеть. Калы, калы, калы. Калы, 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 мале. Оп, 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 оп. Надо бы еще вспомнить там тропу эту Грина, там повороты такие есть. Туда направо, там налево, там направо. Ну, сейчас будем вспоминать.
Так, ну тут камни такие уже, да. Можно и не спеша ехать. Тут булыжники уже. Сейчас заедем не спеша. Солнышко хорошо. Вот такая красота впереди открывается. Зон. Все, сейчас будем спускаться на трассу. Тут туда, там в сторону. Там что-то такое. Хоть солнце светит, но такие облака туманные. А ну сейчас посмотрим время, сколько у нас. 3 часа. Ой, а что это она переключилась? Тут. Нам правее надо брать. Твои слезы мне все прокричали. Тебя уйти без прости. Сердца наши вместе звучали. Читай мои письма, слушай все мои песни. Я не сам. Просто мы опавшие листья. Мы вместе, а где-то пустота. Плачь. Меня слезы зови. Так, ну все, сейчас на трассу уже выезжаем. Свеженько так. Это потому что скорость, на скорости едем.
Все, сейчас на трассу в сторону Коктебеля. Да, где там тут петлянуть. Так, переключимся, заблокируем амортизатор. Да, свеженько, свеженько. Надо не спешить, а то согрелся там, а сейчас здесь будем жарить. Можно было поехать и через Тихую бухту, тогда бы вообще было меньше дороги по асфальту ехать. Ограничение стоит 70. Да мы и не 70, мы всего лишь 35. Пазики, пазики, упазики.
Коктебель-Сити. Все, что говорят про меня, кому нечего делать, домой счет это неправда, может быть и неправда. И сразу я тону в твоих чувствах, Так, все, сейчас будем сворачивать здесь направо. Вот здесь. Поехали на тропу Грина. Дорога тут такая. Ну, нам еще до тропы Грина далековато, но в эту сторону, в общем, нам ехать. Да, дорога здесь побитая вся. А что тут? Никто толком не живет. Пару домиков стоит. Хотя вот свет есть. Вода, наверное, тоже как-то. Канализации только, наверное, нету. Сегодня только свет, а я уже никуда. Овчарка. Сейчас тише чуть сделаем. Так, ну все, поехали дальше. О, здесь потише. Почти без ветра. Не, ну и там ветра не было. Просто когда ты на скорости жаришь, что ветер. Охрана. Охрана. Ну вот такая дорога. А здесь прям такая прям чуть-чуть ровненькая. Сейчас опять эти ямы. Так, сейчас будем
вспоминать, куда нам ехать. Так, ну тут прямо, да, еще. Да. Тут прямо не все. Все у них тут техника. Все дела. Что тут такое у них? Какая-то база. Это база техники. Вон сколько. Краны, маны, всякие КамАЗы. Там с левой стороны у них вон какая-то база. Так, а мы едем дальше. Так, надо очки снять. Все равно тут особо чем мы. И снова седая ночь. Сейчас будем вспоминать, куда тут ехать. Это я помню, что сюда этот дом проезжаешь. Вообще, как он здесь, этот дом, очутился? Рядом, вокруг ни одного дома вообще. А вот тут вот этот дом. Наверное, скорее всего, когда-то построили, бог знает когда, для каких-то рабочих, что ли. По-любому. Потому что вот он, один дом. 3, 4, раз, два, 3, 4, 5 этажей и 6 той мансарда. Вообще, как он тут? Да, это для каких-то... А, вот еще ж дом точно. Ну да, получается. 3 дома. Капец. Старющие такие, когда их строили. А вот куча камней всяких. Ну тут, наверное, никто. Хотя машины стоят, как тут можно жить, ля. Дом страшный вообще весь. Капец. Вон белье висит, да. Много стекол побитых. Там какие-то гаражи. А вон пик горы видно. Ха, отсюда. Прикольно. Так, ладно. Да, тут покататься, он на вот тот вверх бы подняться, он вверху. На пик тот. Ладно, поехали. Получается, один раз я с пацанами ездил. И 2 раза сам. По-моему, так, да, 2. Или 1 раз сам. Так, надо тут переключиться на амортизатор. Задний амортизатор. Включить. Да, 2 раза я, по-моему, ездил сам. В сентябре это все у нас происходило в том году. Посмотрим сейчас, что там сейчас за дороги. Дождей не было уже давненько, в принципе, сухо. Посмотрим, сколько у нас в Сарджо маршрут получится. Километров, по-моему, 50-60, где-то так.
Да, дороги. А вон звездопад воспоминаний уже видно отсюда. А назад дорога проходит через, ну, вокруг звездопада воспоминаний. Что-то тут подсыпали, что ли, дорогу или что? Непонятно. Вроде тут не было столько щебня. Похоже на то, что подсыпали. Зачем, если там дальше? Кто вообще сюда ездит, кроме велосипедистов и мотоциклистов? Так, сейчас тут будут уже повороты, завороты. Надо будет сейчас вспоминать. Не, ну если бы каждый месяц, хотя бы раз в месяц этой дорогой бы ездил, то может быть еще, да, память бы раз-раз все. А когда ты здесь был последний раз полгода назад, то память так, не особо. Сейчас посмотрим, да. Трясогузка такая здесь. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Там дальше виноградники.